наших опытных пчеловодов Страшного Сергея Яковлевича. Про него я тоже книгу это редактировала. Потом вот Черепанов Александр Александрович. Что я хочу сказать? Эта книжка через издательство Удмуртия выпущена в 1988 году. 15 тысяч тираж. Дело в том, что тогда по всей Удмуртии были колхозные пасеки. Колхозные пасеки, вы знаете, это все. Такое было, знаете, подспорье для угощания детей войны, меня тоже, да? Мы даже с 5 лет собирали колосья после жнейки, колосья пшеницы после жнейки. И нас угощали черным хлебом с медом. И вот даже вот я и стихи писала, все. Но вот что хочу сказать. Очень много у меня. Вот Лазарев очень опытные такие. Только, к сожалению, тоже Юрий Григорьевич Юрий, книжка тоже. Потом там Толкачев Юрий Николаевич. Он привозил сюда даже ульи свои. Медовый спас меня крестили, Мелитина имя дали. Что значит медовая пора, свежего меда ждет до двора. По душе мне яркие цветы и веселое жужжание пчелы. Ее полет с нектаром и пыльцой, свежим медом, полон улеру и так далее. Ну что хочу сказать, поскольку я редактировала, поскольку я очень много раз выступала по телевидению, и на удмуртском, и на русском, несколько десятков, 15 пасеков была. И вот знаете, я вот люблю, когда вот такие интересные наши молодые пчеловоды, да, интересуются. Вот один факт. И обращались, знаете, и иском судебным ко мне. И мы защищали пчеловодов наших. Потому что одна женщина позвонила, где-то номер телефона нашла, и ей пришло такое судебное решение на 200 тысяч рублей заплатить. Это недалеко от нашего города. Но там коттеджи, да, и человек приехал из Америки, не знаю, жил или чего, жил, знаете, он открыл какую-то там молебню, в общем, из «Дело веры». Слышали, наверное, да? «Дело веры», да? И вот он на этой пчеловодку, в общем, жалобу такую, что его внука, в общем, пчела ужалила только, да, и у него аллергия такая. Потом женщина забыла. И она говорит, я говорю, у вас коттедж, да, двухэтажный. Я говорю, как вы держите пчел? На втором этаже, в сарае. И вот вы знаете, что заборы есть забор. Сколько метров? 3 метра. Потом я говорю, вы далеко от этого жалобщика живете? Вернее, на каком расстоянии ваша пасека? Она говорит, 300 метров. Я говорю, и в это лето очень много было осы, да? И вот, видать, ребенок играл, и потом это пятку пчела ужалила, у него нога распухла, и вот такое дело. Вот таких мошенников вы всегда должны как-то отстранить. Не поддавайтесь. Никаких там судебных процессов. Теперь на многих пасеках я была. И знаете, даже вот поскольку Авраама Титова, знаете? Это клеточка Титова, помните? Да, вот это наш тоже, уржумский. В 1904 году он как пчеловод, а его, знаете, племянник жил у нас вместе, и он рассказывал это, и я книгу даже купила, все. Он ездил в Америку, но, вы знаете, не зная английского языка, и 5 лет он был у Амоса Рута, промышленная пасека, и на пасеке по матковыведению. И 100 тысяч ульев, да, и вот работали. Это промышленное пчеловодство в Америке. И он, знаете, книгу издавал, потом по всей России ездил до
Дальнего Востока. Был инструктором по пчеловодству царской Руси. Вы представляете? Вот клеточка китов, поэтому там рассылка, потом мата. Что еще? Да, знаете, вот у нас очень много князьких поэтов. Народный поэт Удмуртии Олег Алексеевич Воскресший. Вот его стихи я тоже переписываю. Но это образные, собирательные, сомнения, воспитания. Много меду в трудах с позаранку и таскала свой улей пчела. Запечатала целую рамку и другую носить начала. Улей полон, убрать бы излишек, только жалко излишков пчел. И казалось, все мало, да мало, все старалась еще да чуть-чуть. Налеталась, избилась, устала, и свой дом забралась отдохнуть. Тут и вышла оказия с ней. Не ждала она эту беду. Мед ей крылышки намертво склеил, и она сама увязла в воду. Мертвой хваткой вцепилась в богатство, липкий, сладкий, густеющий мед, как трясина поймал. Пропадает пчела, пропадет. Но это стихи прочитав, мне жалко стало пчелу. Я придумала такую строку. И на выручку пришел пчеловод, снял из улья легкий сладкий мед, осветил святую водою рамки и дружно взялись за работу пчелки. Ну, понятно все. Искренне поздравляю. Искренне поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю счастья. Вот, один человек догадался. Гляжу я на красный цветочек, пчелка сидит, и решила я спросить, что такое счастье? Ну, Божья пчелка ответила. Божья пчелка спокойность. Вот, забыла. Гляжу на цветочек, вижу, пчелка сидит. У пчелки спрашиваю, что такое счастье? Она взмахнула крыльями и ответила. Счастье ее полет пулей с нектаром и пыльцой. Спрашиваю счастье, у белой березы, что такое счастье? Белая береза ветками пошумела и ответила. Счастье ее осенний листопад, счастье первый белый снегопад. Что такое счастье? Я спросила у солдата воина. Солдат воин ответил мне смело. Счастье это мир, а не война. Счастье жизнь людей на планете Земля. Прошлого счастья не вернуть, будущего счастья не гадать. На странице его поймать и надолго удержать. Что такое счастье? Я ответила так. Счастье это здоровье в семье, счастье удача в труде, счастье в детях и в любви, счастье, когда радость на душе и улыбка на лице. Улыбайтесь. И всегда, что у вас пчелы приносили радость. Спасибо.